Так, слово предоставляется представителям Генеральной прокуратуры. Кто будет первый выступать? Пожалуйста, Карабаев Тимур Иднанович. Уважаемые председательствующие, уважаемые судьи, уважаемые стороны, позиция Генеральной прокуратуры по внесенным и рассматриваемым в настоящее время в суде ходатайствам заключается в том, что мы полагаем, что статья 455 не противоречит нормам Конституции, и в своем выступлении я постараюсь привести основания, по которым мы полагаем, что действительно это так, а вопросы заключаются непосредственно в правильности правоприменительной практики судебной и наличии определенных технических ошибок, которые с легкостью компенсируются как нормой права процессуального законодательства и Конституции, позволяющими суду принять соответствующее решение непосредственно по институту пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам и по новым обстоятельствам. В первую очередь, касательно ходатайства адвоката Мацакова, представителя его Алмазбекова Телека, бы хотел бы обратить внимание, что оспаривая им статья 455, часть 1, в части именно после, где указана часть 4, пункт 3 статьи 451, она аналогична редакции статьи 2017 года Кодекса. То есть там тоже было прописано часть 4, пункт 3 статьи непосредственно основания возобновления дела к производству. То есть с 2017 года по 2021 год декабрь эта норма какой-либо вопроса на предмет соответствия Конституции не подымала. И, соответственно, правоприменительная практика по этому вопросу в суде происходила. Мы полагаем, что здесь данная норма, она не противоречит, поскольку сама статья 451, которая предусматривает основания к пересмотру дела по вновь открывшимся основаниям и по вновь открывшимся обстоятельствам, оно прописано. Поэтому суд может руководствоваться легкостью статьи 451. Кроме этого, суд также руководствуется своей деятельностью нормами Конституции, что дает ему право и основывается на нормах Конституции, применить непосредственно нормы, указанные в статье 451. В качестве примера можно привести, если вы все помним, что ранее, когда у нас решался вопрос о избрании меры пресечения в отношении задержанных лиц, раньше это делал прокурор, а потом именно в Конституции сперва была внесена норма, что это делает суд. Но нормы УПК были изменены чуть позже. Так вот, суды руководствуются нормами Конституции. То есть они применяли непосредственно закон, который обладал выше. В этой части я тоже полагаю, что нормы Конституции, исходя из них, можно было применять, и статья 401, полагаю, она применялась судами с 2017 года, никаких нарушений в этой части не было. Касательно того, что адвокат Мацаков в своем выступлении говорил то, что они не согласны были о том, что дело было возвращено прокурору, поскольку полагают, что были непосредственно основания к применению части 1 статьи, части 3 статьи 401, я хотел бы обратить внимание, что адвокат в своем выступлении указывает на наличие постановления следователя, когда как часть 3 указывает в первых, вторых, третьих случаях наличие приговора, вступившего в законную силу. Поэтому оснований для применения непосредственно отмены судебного акта в этой части не было. Суд обоснованно применил часть 4, поскольку в данной ситуации идет о иных других процессуальных документах. Это что касается ходатайства адвоката Мацакова. Касательно ходатайства непосредственно истца Нурматова, я хотел бы отметить, что да, действительно, данный истец обращался с соответствующим ходатайством в Верховный суд. По делу также я принимал как государственный обвинитель участие. Данное ходатайство мы поддержали, однако суд его отказал. При этом судья, к сожалению, он не руководствовался нормами процессуального законодательства, поскольку почему-то приводил в свои аргументы доводы, касающиеся новых обстоятельств, которые вообще не были предметом рассмотрения данного вопроса. Тем не менее, законодательство, как мы указывали в своем возражении, оно действительно имеет определенные противоречия между версией на официальном языке и на государственном языке. Так вот, государственная версия на государственном языке, она позволяла суду применять соответствующую норму и отменить это решение в случае наличия таких вновь открывшихся обстоятельств. К примеру, здесь уже показывался случай по Джемгарчиеву. Данное ходатайство, например, готовил Верховный суд я. В первом случае мы вносили ходатайство, чтобы дело было рассмотрено, а по вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд его удовлетворил. Дело было возвращено прокурору, было проведено следствие со стороны ГКМБ, после чего мы внесли повторное ходатайство в Верховный суд, где конкретно сослались на норму уже процессуального законодательства на государственном языке, позволяющему суду пересмотреть это решение и вынести соответствующее процессуальное решение об отмене, что было удовлетворено в настоящее время. Дело находится в суде первой инстанции на стадии рассмотрения указания, по-моему, сейчас приостановлено в связи с запросом в Конституционный суд, но уже по другим вопросам. Что касается, то есть в данной ситуации мы говорим о наличии противоречия между официальным и государственным языком, но тем не менее государственная версия языка позволяет суду принимать соответствующие решения, никаких нарушений в этой части истца нету. То есть здесь была неправильно применена судебная практика со стороны Верховного суда. Что касается ходатайств остальных участников процесса, они в основном одинаковые и говорят о том, что здесь было нарушено их право, заключаясь в том, что дело возвращается прокурору без отмены судебного акта.
Я хотел бы в этой части немножко пояснить, уважаемые судебные судьи с Конституционного суда, чтобы вы понимали, почему такие решения принимаются. Если обратиться к прошлой практике Кодекса 99 года, Кодекса 2017 года, то раньше основанием к пересмотру дел по внутренним обстоятельствам являлось обязательное заключение прокурора. То есть без заключения прокурора никакое дело не могло быть рассмотрено по внутренним обстоятельствам. В редакции Кодекса 2021 года, поскольку было очень много замечаний со стороны других участников процесса, говорит, что прокурор не всегда объективно рассматривает эти вопросы, это право было предоставлено всем сторонам. Теперь не только прокурор носит ходатайство по внутренним обстоятельствам, все стороны. Поэтому Верховный суд хнул большой поток соответствующих документов, не всегда подтвержденных процессуальными фактами, которые указаны непосредственно в части 451, 5 пункт. Там говорится, что внутренние обстоятельства, помимо приговоров, даже могут быть это постановление следователя, там, амнистия и так далее, и так далее, и так далее, акты соответствующие. И для того, чтобы непосредственно этот процессуальный акт получить, поскольку суд не может принимать решение только на основании какого-то обращения на 3 листах бумаги, да, то есть нужно провести какую-то определенную процессуальную проверку, что раньше делал прокурор. Теперь поэтому суд не отменяет это процессуальное решение свой акт, возвращает дело прокурору для проведения непосредственно этой процессуальной проверки. Если прокурор после этого поручает проведение этой процессуальной проверки, он возвращает в случае подтверждения уже со своим заявлением, ходатайством обратно в Верховный суд этот документ для того, чтобы уже суд принял процессуальное решение. Вот почему провели вот 2 разные процессуальные решения. Отмена – это один момент, и просто возвращение дела прокурору без отмены – это другой момент. Он непосредственно обоснован этими моментами. Поэтому в таких обстоятельствах я также полагаю, что норм нарушения здесь конституционных прав истцов не имеется. Мы полагаем, что эти нормы соответствуют. Единственное, что имеются определенные технические неточности. Как я говорил, правоприменительная практика. В части неточности уже, как уже здесь было отмечено, были проведены определенные изменения. Ну, я так полагаю, что еще необходимо привести изменения в русскую редакцию на официальном языке, чтобы ее привести уже в соответствии с государственным языком. Но это уже вопрос законодательной инициативы. У меня все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо.